Меня часто спрашивают, во что инвестировать деньги. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу снова вернуться к основам финансовой грамотности, финансового мышления. Вот это подоходный отчет в балансе, который также называется финансовым отчетом. Мой бедный папа был человеком, который думал, что высокооплачиваемая работа и жалование — это все, что нужно в этой жизни. Мой богатый папа же считал, что строка активов более важна. И мой богатый папа учил меня покупать активы. Он учил, что есть 3 основных типа активов, которые вы можете купить. Причина, по которой я и моя жена рано перестали работать и при этом стали богатыми, в том, что у нас не было работы как таковой, но мы всю жизнь старались приобрести активы. И вот 3 типа активов, которые доступны в настоящее время в мире бизнеса и инвестирования. Первый — это бизнес, второй — недвижимость, третий — ценные бумаги. По моему мнению, небольшое количество бизнесменов объясняется тем, что из всех видов активов бизнес самый трудный. Он требует наибольшее вложение умственных, эмоциональных и других затрат. Посмотрите, например, на Билла Гейтса. Он построил потрясающее огромное предприятие, и поэтому он стал таким богатым. Недвижимость — это номер 2. Инвестирование в недвижимость состоит из нескольких этапов. Покупать ее, управлять, вкладывать средства. Каждый этап имеет значение. Третий тип — это бумаги. По моему мнению, пусть оно будет спорным, причина, по которой большинство вкладывает в бумаги, ценные бумаги — это акции, облигации и так далее, это то, что это очень простой метод. Простой, чтобы вступить в него, и простой, чтобы выйти. Существуют специальные финансовые тренинги, которые учат управлять ценными бумагами. Если вы посмотрите на то, что я написал, вы, возможно, поймете, что игра моего богатого папы «Денежный поток» разработана, чтобы дать вам основы, фундамент, а вы сами будете выбирать, хотите ли вы заниматься бизнесом, инвестированием в недвижимость или ценные бумаги. Многие говорят, что я сам занимаюсь только недвижимостью. Это неверно. Я владею как бизнесом, недвижимостью, так и ценными бумагами. И все типы активов требуют финансового образования, финансовой грамотности. Но из всех типов для ценных бумаг образование нужно меньше всего.